Достар, Магнумны білесіздер, бірақ бүгінгі әңгіме Магнум туралы емес. Менің жеке өзімнің былай айтқан кезде, баяғыда далада жүрген кезде тауға, тасқа, палатканың ішінде, палатканың жел ұшырып алып кетеді, жаңағы талай қызықты көргенбіз ғой, балқашы болсын, қай жері болсын, жаурап дірілдеп, палаткадан су өтіп кетеді. Болды ма сіздерде ондай? Егер де сіздерде мен сияқты саяхатта жүрсеңіздер, ондай жағдай болды. Бірақ енді менде сіздерде жоқ нәрсе бар. Ол не дейсіздер? Ол мынау қараңыздар. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away. Ал достар, менің қасымда кім тұр дейсіздер ғой? Менің қасымда Александр Анатольевич деген жігіт, былай айтқанда Саша. Мен қазақша тілінде, орыс тілінде айтады. Неге орыс тілінде? Өйткені осы Саша, осы дом на колесах. Орысша айтқан кезде үй, дөңгелектегі үй дейміз ба, қалай қазақшасы енді. Жалпы ағылшынша кемпер дейді. Соның былай айтқан кезде басығасын, все идею, да, ты сам все это, идея, все, как его, вот это, схему, и все он сам сделал с нуля. Былай айтқан қазақстандық производство, правильно? Казахстанное производство, правильно? Здесь мен өзім алғанмен, мен Сашамен сколько, полгода назад где-то, да, мы, даже год назад мы по телефону сперва поговорили, потом мы обсудили, потом я подумал, былай айтқанда деньги собрал, то все, потом мы договорились, договор, и вот за 2 месяца где-то, да, 2 месяца он мне сделал этот кемпер. И вот Саша сейчас все объяснит, потому что у вас будут вопросы, что это, как это, на это я пока не могу ответить, но в будущем при эксплуатации я потом отвечу вам. Но сейчас я хочу, чтобы Саша полностью сам рассказал и ответил на мои вопросы, которые интересуют вас. Правильно? Саша, с чего начнем? Друзья, всем привет! Давайте начнем, наверное, с передней части. Вот такое вот у нас цепное. Это гидравлический тормоз наката. То есть как он работает? По принципу самоторможения. То есть тягач, когда останавливается, по инерции прицеп давит. То есть накатывает на тягач, тем самым сжимая здесь цилиндр. И гидравлика уже начинает работать. Тормозная жидкость зажимает, все как в автомобиле, зажимая тормозные колодки. То есть первое необходимо, Саша, объяснять то, что это безопасность, да? Да. То, что, как я понял, раньше я думал, например, тормоза у прицепа не работают. Они притормаживают от того, что машина там притормозила, и он тоже там. То есть здесь через электричество попадает правильно тормоз, да, как там масло? Нет, не через электричество. Ага, То есть вы тормозите, здесь прицеп идет по инерции вперед. давит вперед. Да. Здесь зажимается вот эта часть, она ходит, вот эта часть. Здесь зажимается тормозной цилиндр, тем самым выдавливая тормозную жидкость. Ну, как на машине. Да, и зажимает колодки. Безопасность. Это вообще система как европейская, американская? Это американская система, поэтому здесь не стандартный шар стоит, не европейского стандарта, а он на 2 дюйма. Чуть больше, чем стандартный наш на 50 миллиметров. Все. Поэтому мы купили этот шарик, мы поменяем этот шарик на моей машине и все будет работать. Поставим, да? Да. Все понятно. Ну вот также у нас по желанию заказчика установили сантраки. Это для того, чтобы где-то подзастряли, подложить в песочке, где-то в грязи. Это у нас бак для автономного отопителя, он из нержавейки. Подожди. Вот я почему купил, вот объясню это слушателям, потому что я вам говорил то, что я поставил лебедку недавно на свою машину. Почему? Потому что теперь со мной будет ехать дом на колесах, и он будет как бы иногда встревать, потому что пески, там, грязь. Поэтому вот эта штука, я думаю, поможет. Ну, если не облегчит. Поможет, да. Оно не мешает, она, много места не занимает, но зато авось. Потому что у нас всегда есть лопата с собой. И вот. Әшкей тағып, бүйтіп айна қарап отырасың, бүйтіп көзіңді ашып жібересің. Былай қарап қалсаң, ойбой, біздікі емес екен ғой мына жер. Егіз бала киетін шапка, не дейді? Егіз баланың шапкасы дей ме, не деп еді? Айтайын деген достар, қазір біраз елімізде салық қымбаттап, көтеріліп, көптеген ИП, ТО жабылып жатыр да. Халықтың жағдайлары қиындап отыр.
білесіздер кішкене көптеген кішкене емес енді біраз халықтың тұрмыс деңгейі төмен қарай кетіп жатыр да. Соны жаңа қарап отырсам базарды аралап жүріп мынандай балалардың киімдері сапалы, әсіресе турецкий, японский киімдер, химия бәрі бар екен. Ұстап қарасам кәдімгідей керемет дүниелер. Анау осы жақында ғана інілеріміздің бір балаларына осыны сыйлық алайық деп. Қазіргі балалар жақсы, бұрын пленка, миллионка салып, үйтіп, ана подгузник деген қазіргі шығып жатқан дүние ғой. Қазір қарасаң міне роддомға шыға салсың, бүткіл бір коробканы аласың да пакетімен бәрін барасың. Бала, жаңа туылған бала, короче, уже условиямен, комфортмен жүреді ғой. Аллаға шүкір де бар болған дүние. Бірақ әр жерде де бағалар әртүрлі. Именно мына дүкенде мен байқағаным арзан екен, және де сапасы жағынан түріктің сапасы жақсы ғой, және де Японияның сапасы керемет. Сол үшін сіздерге кеңес беремін, егер де арзан керек десеңіздер, сапалы керек десеңіздер, осында кеп алсаңыздар болады. Бірақ анау ер адамдар басқа жерге кіріп кетпесін. Байқау керек. Негізі бар ғой, мына дүкеннің бір минусы тек қана әйелдерге және бөбек пен балаларға арналған екен. Бір еркекке, бір жаңадан бір әке болған еркекке бір сат жоқ екен бұл жақта. Әр еркек әке болып бақытты болу лайықтыны негізі. Дұрыс па? Ол да адам баласы ғой. А здесь что у нас? Что это? Это у нас получается багажная. С этой стороны, будем так говорить, это будет не рабочая сторона, поэтому сюда крайне редко будем подходить. Это только сторона для заправки, снятия газбаллона где-то заправить, если кончился. Ну, это вам не нужно сюда подходить. Единственное, что нужно сделать по приезду, если это вообще водонагреватель, когда купаемся, будет горячая вода. Ну и когда и посуду это типа моем. Аристон, да? Да, типа, только он газовый, работает он на газу. Единственное, что нужно будет сделать по приезду в кемпинг, это открыть вот эту вентиляцию, либо открыть вообще полностью дверь. Так как горелка работает на газе, отсюда выходит горячий воздух. То есть, если не откроешь, ну, естественно, здесь будет жар там. Когда даже, подключила. Да, а поэтому... здесь вот такого не надо, да? Нет, вот достаточно просто открыть, приехать вот эту вентиляцию и все. Это газ-баллон на сколько литров? 24, но желательно 20 литров заправлять. У газа есть же в жару расширение, чтобы это не бахнуло все. Хотя и баллон композитный, он как бы не взрывается. Ну, тем не менее, лучше заливать 20 литров. Когда баллон газ бітсе, ана не будешь доставать, правильно? Да. Отсюда пришел, достал, поменял. Ну, это не рабочая сторона, поэтому... Оттуда, когда мы сидим с рабочей стороны, там, это сливные шланги на зиму. Когда воду сливать, ну, чтобы она здесь не была, просто выкинул, краны открыл, воду слил. Чтобы, как его, как называется это? Ну, в зимний период, чтобы не разморозило. Также нерабочая сторона, сюда тоже будешь крайне редко подходить. Сейчас это для чего? Это позже объясню. Сейчас дойдем до туда. Это у нас управление пневмоподвески. То есть можно каждую сторону по отдельности. Вот, допустим, вот эту сейчас. Вот этот момент, хорошо, снимите. Вот она опускается, либо поднимается. Көрдіңіздер ме, достар? Қалай? Керек кезде тоқтайсың, бір жағын қисайып, бір жағын бүйтіп тұрса, қосасың, поднял, опустил, да? Где-нибудь проходишь. Да. Где есть лютое прям бездорожье, подняли, но сразу надо будет отпустить, как проезжаете, потому что на накачанной пневмоподвеске у вас не будет амортизации, хода не будет подвески, и тем самым может выйти что-то из строя. Поэтому это так, где-то глубину проехать, чтобы не зацепить. В общем, свет у себя, да? Да. Полностью. Да. Это у нас наружная розетка. Для чего она? Чтобы зарядить аккумулятор. Либо когда приезжаем... Вот, как сегодня, да? Да, вот когда пасмурное и, допустим, стоишь там. Ну, этого аккумулятора в такую погоду должно хватить где-то на 3 суток. Но если вот такая, допустим, на неделю уехали, и вот такая облачная погода, аккумулятор сядет, у нас есть генератор. Воткнули ее сюда, а это в генератор. Либо дома перед выездом воткнули, зарядили и уже на полный аккумулятор поехали. А датчики там? Он сам автоматически отключится, когда зарядится. Поэтому вы пришли утром,
вечером поставили, утром пришли, допустим, или в обед сняли просто и все. Ничего делать не нужно. Понял. Это у нас сливной кран. То есть, когда, допустим, здесь бак на Здесь 100 снизу, да? Да, Ага. он выведен вниз. Ага. Вы приехали, у вас бак 100 литров. Ну, условно говоря, вы просто не израсходовали эту воду. Чтобы обратно не ехать, и она там не бултыхалась, да, и зачем вам лишняя вода домой? Вы просто кран открыли и поехали. Вы домой приедете, она уже вся сольется. Плюс к тому, то, что если вы оставите, забудете, у воды есть свойство зеленеть, там, через Да, месяц да. вы поехали, потом бак мыть, это же Вот это конкретный проблематично. момент. Өйткені біз суды сақтап қоямыз ғой көп кезде, и су іште бұзылады, а потом внутри мыть это уже Да. уже Это проблема. можно помыть, но это надо будет набирать, химию какую-то заливать, ездить, Да. чтобы она там потом водой чистой опять все споласкивать, это Мгм. проблематично. Поэтому открыли кран перед уездом и все, вода слилась. И Вот всё. этот момент надо учитывать. Так, вот здесь также есть вентиляция, это когда включаем печку, чтобы свежий воздух отсюда заходил. Мгм. Понятно, забыть, да? ага. Да, это не забыть, это тоже очень важно. То есть, если это закрыть, может такое получиться, что печка уйдет в ошибку, потому что она берет, опять же, теплый воздух, циркулируя. Ну и плюс голова у вас будет болеть к утру. Да, потому что не свежий воздух, Да, это не свежий обработанный. воздух, да. А здесь она отсюда свежий воздух берет, подогревает вам и выпускает. Мгм. Так, это заливная горловина, бак. Мгм. Заливаем до такой степени, пока отсюда вода не польется. Мгм. Вода полилась, закрыли. 100 литров, да, всё, вот? 100 литров, Как да. открывается? Вот просто чтобы показать. середину надавили Ага. и снизу поддели. Мгм. И все. А внутри вот. Открывается. Ага. Это так, антивандально, чтобы вам никто песочек не засыпал. Понял. Шлангу. Шланг, да, еще. засунули. Мгм. Просто когда шланг будете сувать, не на всю. Если напор у вас хороший, не на все открывайте. Потому что воздух не будет успевать. Если А. толстый шланг, воздух не будет успевать Вот. и там вырвет где-нибудь. Вот такие моменты вот должны знать наши подписчики. Вот это такие. Да. А то- Колеса у нас по желанию заказчика идентичны форанеру, вот Да. тягач стоит, поэтому в случае там каких-то таких вот У нас них были был проблемы печальный с этими гайками, да. Но почему я поменял, настаивал на оставить свои 17-е диски, потому что у меня идентичные такие же баллоны, чтобы в будущем, если баллоны того или иного там вдруг у меня был просто такой момент, что сразу 2 баллона, там порезы боковые, то все, я мог поменять на туда-сюда. Сол үшін сондай сақтанған құдай сақтайды дейді ғой, сөйтіп сақтанып отырмыз енді. А так у тебя были 16, да? Да, А у меня сейчас 17. вот 17. Мгм. Здесь у нас кассетный туалет. О, самое важное, короче, туалет, короче. Как барам деген әңгіме, короче. Вот так он Залуду. достается. То есть здесь есть даже ручка. Можно Мгм. куда-то отнести это все и слить. У нас, по-моему, не развито, да, такие места нету, да, по-моему, Нет, да? кемпинговых стоянок у стоянок. нас нету. Нету, где можно Я опорожнить как вот эту это, как кассету. его буду чистить, вот этот момент? Это Интересно. либо домой надо приехать куда-то в сеть А, слить. нет, ладно. А здесь открывается? Где? Нет, вот, вот отсюда, да, эта штука выливается, да? поворачивается, просто открыл и слил. Пока он чистый, да? Да, ну там обычная вода. Не, сюда еще там какую-то химию бросать. Да, на Да? Каспе она продается. Да? Да. Заранее Химия надо бросить, для да? биотуалета, для нижнего бачка. Именно это важно. Есть для верхнего бачка, у кого обычный биотуалет, такой ручной, ножной. Мгм. А есть для нижнего. Мгм. Вот здесь сюда для нижнего. В общем, он үйрену керек, короче. Про боковые упоры, то есть когда подъехали, все, вы уже, допустим, хотите отцепиться, Мгм. ну куда-то съездить за водой, Да. либо в ларек куда-то, в Оставить. магазин оставить, да, в лагере. Обязательно, если вы отцепились, надо будет подкатные, упоры вот эти устанавливать. Там Мгм. есть ключ, то есть закручиваем, либо откручиваем вот это А, упора. Как домкрат, да, он? Да, домкрат выходит. Ну и плюс куда-то приехали, выровнять можно прицеп. То есть в кемпинге остановились уже, пневму полностью спустили. И потом просто можно будет пневмой выровнять прицеп, чтобы вы не скатывались друг на друга, Да, там, да, да. допустим. Выровняли и все. Вот эти упоры установили, буквально они земли коснулись, все. Прицеп более-менее жестко будет стоять. То есть когда ходить будешь, вот этой раскачки не будет.
Понятно, да? Мгм, мгм. Это обязательно. Вот в привычку прям возьмите, чтобы приехал, оцепился, установил упоры. Почему? Потому что прицеп может с задней стороны же дверь. Если двое резко зайдут, он может вот так перевесить. М. Был такой Тем более, случай. если тяжело Да, весу, да? если еще человек с сон весом, блюбереган, да, поэтому это тоже важно. Здесь у нас Кондиционер, что? Это мой номер. фонари Специально тоже. мы взяли. АРК это типа Республика Казахстан 99, это очень 02, это Алматы, короче, Алматы. Вперед только. Здесь у нас кондиционер, когда пользуемся, это просто липучка. Ага. То есть подняли его, закинули сюда, все, Мгм. можно пользоваться. В общем, конкретно, в общем, Алакөлге барсаң, обязательно кондер керек қой, короче. Кондер тур. Раньше, по-моему, у тебя кондеров не было, да, по-моему? Были, но они такие Самодельные, да, там напольные внутри, были, да. Ага. А это инверторного типа, у него потребление меньше, поэтому и Он, конечно, более, көрсетеміз, іште. Ага. более лучше они работают. Запаска, как всегда, моя новая. Да, запаска полноценная. Здесь вот полноценный. Кстати, вот расскажи, это все на раме, да, вот? Это все Идите, рама, можно вот, сказать. вот. Продолжение рамы. Продолжение рамы, Да. полностью рама, да? И бездорожный Да, кемпер. да. Отличие от вот этих Ну, европейских можно домов. вот показать, вот у него получается независимая пневмоподвеска. Преимущество на бездорожье, он более стабильно ведет себя, Мгм. в отличие от рессорного. Даже лежачий полицейский, я, допустим, на своем грузовом езжу, рессорном, я лежачий полицейский проезжаю, я очень чувствую. Это чувствуешь, но гораздо меньше. Мгм. Он более проглатывает. Ну и плюс по бездорожью он более стабильно идет. Да, это то, что вот, по вот этим рекламам, кто видел там обзоры, кемперы с Англии, с Европы, да, они в основном это просто Ну, городские. они, да, больше заточены под... Когда производители их делали, наверное, они не думали, что в Казахстане будет кто-то эксплуатировать по бездорожью. Поэтому у них же там кемпинговые стоянки, они не видят бездорожья реально. Мгм. Они подъехали, у них там площадочка заасфальтирована. Мгм. Стали, все, отдыхают. Естественно, там уже не такой запас прочности рамы, той же подвески, вот этой резиножгутовой они устанавливают. Мгм. Все это выходит из строя. Ну и плюс, самое основное, это все победить можно, это подвеску переделать. У них немножко кузов слабоватый, не для наших дорог. Мгм. Опять же, для асфальтовых. Здесь, если учитывать нашу тряску, вот эту вот по бездорожью, все это со временем, ну, может быть, с годами это все, но очень много случаев, кто с этой проблемой сейчас сталкивается. А бізге как раз ол тауға керек, горный. Біз көбінесе у нас мы в гору ездим, пески, вот біз бетпақдалада болдық, да, вот там, хоть бетпақдала она ровная, но все равно там есть вот такие места. И, если честно, мы когда там ночевали, вот Багдавлет помнит, там были какие каракурты вот эти разные, Мгм. змеи там, прям с тобой они ночевали. Теперь мы вот, надеюсь, внутри будем спать, Да, иншаллах. еще важно отметить здесь по поводу самих стен. Здесь стены по типу вот австралийских кемперов для внедорожья, оффроуд кемперы. Это, наверное, я единственный в Казахстане, кто выпускает вот именно из таких стен. Почему? Здесь с двух сторон стекловолокно, внутри наполнение соты. Это цельная панель, вот видно, здесь стыков нету. Цельная панель, крыша, передняя часть и дно частично. То есть вставляем в стены, все проваривается, сварка для пластика внутри, а снаружи получается алюминиевый уголок. Мгм. То есть это как кокон, Кокон. можно сказать, да. Мгм. В отличие от европейских, где идут вот эти деревянные обрешетки, Мгм. и на них уже Стыки там да, наклеятся, да? Мгм. чуть-чуть в этом Вот это плане, для чего вот конечно. этот маленький? А, для Это двери, да? фиксатор двери, чтобы А. вот в ветреную погоду это все не Сейчас мы хлопало. туда подойдем, Да. но сейчас мы обсудим здесь снаружи еще Здесь у нас. имеется уличное освещение, маркиза, 3 метра вдоль и 2,5 вылет получается. Мгм. Здесь у нас багажная полностью. Здесь можно барана бір жылқы салып қоюға болады мына іште. Ё-моё. Міне. Короче, Вот Ти- эта ручка, ага. которая крутит упоры. Упор. Да, да, Это да, типа То есть вот сюда вставили. Сейчас покажу я. көріп алайық мына бәрін. И вот таким образом отпускаем его. Чуть-чуть долговато это, конечно. Ну, на спущенной пневме это вот примерно Да. вот так вот будет. Мгм. Поэтому, если есть шуруповерт, можно даже шуруповертом это делать. Да, ничего. Біз ауылдың баласы оны істей береміз оны.
Ана, а? Вы... Дальше продолжаем, да? Отсюда, что? Нет, нет, вот давайте по этой стороне уже. Здесь тоже так же по желанию заказчика вывели душ. А, душ, да. Да, сейчас дальше покажем его, как он работает. А здесь у нас столик будет. Сейчас после наклеек полностью заказчик хочет обклеить его. Кстати, насчет вот сейчас наклейки сейчас я скажу. Как раз я хочу обратиться всем к детейлинг-центрам, кто хочет с нами сотрудничать. Пожалуйста, мы готовы вашу рекламу дать, и мы сюда хотим с Сашей там наклеить свои брендовые логотипы, и также нам полезно, и вам полезно. Так что, кому это интересно, пишите в личку, мы рады будем совместной работать. Здесь мы хотим наклеить наши как бы логотипы, бренды и рекламу, и можем туда вместить вашу же рекламу. Так что обращайтесь. Ага. Ну, естественно, здесь будет столик, здесь можно будет гаджеты там ложить, здесь есть USB 220, также розетка на 12 вольт, может какое-то лагерное освещение там поднимете, мачту. Да? Очень удобно. Да. По поводу переднего, это у нас рабочая часть. Естественно, здесь большое багажное тоже. Это вот, вам столик, кстати. Вот сюда, да? Да, да, он сюда. Это у нас генератор. Он на 2,7 киловатта, он со стартера. Можно его даже здесь завести с кнопки. Давайте вытащим, чтобы показать. Короче, мы генератор алдың. Если надо подключить... Если пользуемся кондиционером, его обязательно подключаем. Да. Он работает от инвертора, но у кондиционеров большое потребление. А на печку не надо, да? Высадить. Нет, это только для зарядки аккумулятора и когда пользуемся кондиционером. Короче, вот что. Свет керек па, вот там солнечная панель, или же вот, пожалуйста, генератор. Можешь его туда таскать, да? Подключил. Да, он на 2,7 киловатта, в принципе, мощный. Здесь его вот шнур вот. Куда подключаем? Вот розетка. А, оттуда вот эту да, розетку. Да. Бағана розетка бар ғой, которая аламызда соған тығамыз оттуда, да? И все. Желательно купить 50 метров удлинитель. Это мой вам совет. С катушкой какой-нибудь, но качественный. Далеко. Да, подальше отнесли. Он вроде как инвертор, но все равно будет шум создавать. Соседям, вам будет. Вот сейчас включу, посмотрите. Я как делаю? Катушку отнес на 50 метров, и все, вы его не слышите, ни соседи не слышат, вы никому не мешаете, и он там 50 заряжает. Метров никто не украдет? Да уже не знаю. 50 метров вместо 10 метров украдут. Ладно. Это тоже может быть у нас в Казахстане. Поэтому, да, как-то так. Так он как подключается? Вот. С кнопки, да? Получается, вот эту часть, вот стрелочку на подсос подставите вниз, и все, кнопку нажали. Все, он завелся. Потом чуть-чуть согрелся, переключили его вот это, и все, вот он работает. Это его рабочее положение. Сколько литров? Бак, честно, не помню, около 4-5 литров. Насколько хватает? Ну, часов на 14-16 точно. В общем, ну, надо... вот поплывок, он здесь показывает вам бензин, он сейчас пустой. То есть, когда заполните, вот он на эту шкалу. Просто периодически ходите. С собой здесь желательно таскать канистру дизеля, да? Это бензин чистый. А, это бензин, чистый, да? Бензин без масла сюда заливаем. Все. Видишь, сюда бензин надо. Да. Так, чтобы... Ну, вы в любом случае в экспедицию, когда едете, я так думаю, вы бензин с собой берете, потому что на Форранере маленький бак. Да. Поэтому для него там 5 литров уделите. Если что. Не, да, понятно. Я вам так из практики могу сказать, что вы его заводить будете, может, пару раз в год. Честно. Здесь солнечные панели 2 по 200 ватт стоит. То есть у нас, как правило, на юге солнца всегда хватает. То есть кемпер полностью автономный. Здесь у нас освещение, также розетка выведена. Если вдруг вам того, как даже холодильника мало будет, обычно сюда ставят, ну, вот такой вот алтикул. В дороге ему можно нам, здесь казахов, включить. это точно. Я об этом думал. Да. Потому что есть саламыз ғой. Мы же любим много покушать. Да. Нам мясо там. Сюда холодильник, да, вот такой. Можно, да. Ну, опять же, я же говорю, у вас там достаточно. Я раньше маленький ставил. Кстати, ставил. здесь, да. Здесь потом покажем. Здесь это на есть 90 особенность. литров.
Да, холодильник. у поэтому, других вот этих кемперов где-то 50 литров, 40 литров, да? ну, Маленькие. у кого как залезет, это больше, мне кажется, не ради экономии они делают, а места Места просто не нету, да? хватает. Да. Да. А это из-за того, что он чуть не так, он не маленький, вот, потому что вот сейчас скажем, да, вот сразу. Кстати, я вот буду, мы с Сашей договорились, я буду представлять Сашину фирму Намат Кемпер и мой бренд Май Казак. Мы будем совместно работать и рекламировать везде вот этот кемпер, и мы становимся как бы амбассадором Намат Кемпера. Так что следите за нами, мы все будем показывать прям как в жизни это используем. Не так просто там, мы это сделали. Нет, прям как мы будем в песках, и иншаллах будем поедем. Первым хотим поехать в Узбекистан, хотим поехать в Барса-Кельмес. Хотим поехать в Барса-Кельмес, вот первый. И мы испытаем этот Намат Кемпер и покажем нашим подписчикам, как вообще это работает. И поддержим казахстанского производителя. Что есть внутри? Поле чудес. Ну, здесь на входе у нас вот такая складная лестница алюминиевая. Почему вот ты мне объяснял, просто я хочу, вот многие потом зададут вопрос, а почему не электрическая? Потому что во всех вот этих кемперов, да, там электрического, так, типа выездной такой. Ну, давайте так, будем по-честному. Это все Китай по части. Ну, вот с механической что может быть? Ничего не может быть, да? А с электрической, ну, мы же ездим по бездорожью, там грязь, пыль. Вода, я вот, да? ну да, я их ни разу не ставил, сейчас наговаривать на них тоже не хочу. Но у меня так думаю я, что они не очень надежные будут. То есть лучше иметь практичность, правильно, да? Ну, давайте так, вы приехали, один раз открыли ее, уезжаете, ногой вот так закрыли и все. Но это же не сложно на самом деле. Вы же не будете постоянно кнопку эту нажимать, открыть, закрыть, правильно же? Это да, для тех, кто потом скажут, а почему не электрическая, понимаешь, не автоматическая. У нас все же привыкли, сейчас дверь вот так подходит, там уходит. Ну, мен айтайын да, ол тауда жүрген кезде мына жақта су болады, балшық болады, да, вот грязь, вода, это. Потом все равно істен шығады да ол. А лучше вот так рукой открыл. Но это же как про Тойоту. Почему любят Тойоту? За то, что она надежная. Почему она надежная? Потому что в ней ничего нету. Там не к чему ломаться, да? Вот на самом деле. Ну, примерно то же самое. Ага. Здесь у нас вот дверь такая, она с москитной сеткой. Ага. О, то есть, когда жарко, здесь дверь на фиксаторе. Вот этот фиксатор, да, который да. Вот, да? Просто ее защелкнули и все. Все, она джельде А не это москитная сетка. Когда жарко, можно просто открытую оставить ее вот. и спать. Маса кірмейді, шыбын кірмейді, да, вот. Да. Хорошо, вот потом вот так открыл, здесь вот так снутри, да, чтобы открыть? Нет, вот ручка. А это потом оттуда, да? Это да, оттуда. А, ішінде болған кезде, мынаны ашасың қолыңмен мынаны бүйтіп фыккытып Да, ашасың. можно даже еду подавать отсюда. Как в советских временах столовая. Короче. Да. В общем, потом, кстати, я всем скажу, своим друзьям, кто со мной будет ехать, с моей семьей, короче, сюда будем заходить босиком. Но сегодня мы будем в обуви. А? Здесь у нас на входе колонка, которая нам музыку будет раздавать. 220, так как здесь кухня, какой-то миксер подключить там. Здесь у нас двухъярусная кровать. Как вагонная, да? Да, дефлекторы, там подается печка, теплый воздух и USB зарядка. С этой стороны также здесь дефлектор от автономки и вот здесь USB зарядка. Короче, гаджеттер всегда. Здесь у нас зашли при входе. Обычная проблема, куда обувь, вот, допустим, четвером мы зашли, вот сюда вот, можно, здесь верхняя полка и здесь, да, нижняя полка, поэтому, а это у нас шланг душ подключить, Ага. не забудьте про это. Короче, Здесь у нас получается вот такой большой ящик, для чего он, ну я так думаю, лучше сюда сложить что-то тяжелое, мы здесь усилили, и казаны там, что-то тяжелое можно положить. В общем, ауыр заттар Сейчас многие будут говорить, как же здесь будет человек спать, здесь же кондиционер. У нас в основном же летом днем жара, солнце садится, более-менее прохладно. Здесь у нас вентилятор, люк с приточкой, с вытяжкой. То есть его можно поставить как на приточку, так и на вытяжку. Он будет работать как вентилятор, как туда, так и обратно. Поэтому если ночью даже душно,
пожалуйста, можно включить. Мгм. А днем кондиционер, пожалуйста. Мгм. Так. Мгм. Здесь сделали специальные такие вентилируемые моли-панели, да, или как правильно там называется, чтобы оттуда воздух гулял. Когда была проблема у нас в зимний период, стена конденсировала за счет того, что холодно, да, и там промерзало у нас, Мгм. и не садился. Поэтому вот как вариант сделали. Плюс они мягкие, ну, удобно будет к телу. Вот не до конца, да? Ага. Нет, да, там Чтобы вентилируется вентилировать. Да, 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 воздух, да. Ага, поэтому... ага. Ну, здесь вот Я еще рассказал, одно да. спальное место, да, сказали. Мгм. Багажное. Багажное, на самом деле, вот здесь удобно. Для чего? Сейчас вы домой приедете, уложите всю свою мебель кемпинговую, там, стулья, столы и так далее, посуду, все. Вы его обязательно взвесьте. Надышло, подставьте весы. То есть нагрузка на шар, на фаркоп вам должна приходить около в районе 100 килограмм, 70-100 килограмм. На один шар, да? Да, на шар. Это идеальная развесовка. Если у вас, допустим, там мало приходит, более тяжелые вещи перекидываем назад. Мгм. Да, если много приходит, наоборот, в этот рундук более тяжелый. То есть надо загрузить так, чтобы килограмм 70-100 приходило. Это Вперед. понятно. Вперед, Мгм. надышло. Мгм. 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 Ну вот про вешалки рассказали, люк рассказали. Это у нас датчик ЦО, панель управления полностью. У нас автономный отопитель. Мгм. Это солнечный контроллер. Мгм. Вот можно наблюдать. Сейчас он заряжает. Мгм. Это у нас аккумулятор. 100%. То есть показывает, да, процентаж. Это бак. Мгм. Уровень воды. Кнопку нажали и посмотрели, сколько у вас воды А, он осталось. сразу поднялся, да? Да, вот сейчас полбака. Это насос, который приводит вот в действие Чтобы водяную вода... систему, да. Мгм. Это уличный свет, Мгм. Горит. Ага. Горит? Ага. и это у нас подсветка. Мгм. Подсветка какая? Вот она, снизу. Она включается, А. выключается. Ну, Мгм. больше как, наверное, как по-нашему, понты Мгм. называется. Мгм. Ну, красиво на самом деле. Мгм. По этой стороне у нас, давайте отсюда, также вешалки, там, салфетки какие-то, так как у нас здесь кухня, газовая плита, водичка Слава Богу. холодная, горячая. А вот смотрите, сразу включился мотор, Да. да? То есть вы приехали, насос просто включили кнопочку и Мгм. все. Уезжаете, выключили. Мгм. И постоянно система под давлением. Вы кран открыли, насос заработал. Кран закрыли, насос автоматически выключился. Мгм. Ну вот. Мгм. И горячая вода через сколько да. секунд приходит? Горячая вода, ну, секунда-полторы, может. Да, ну, сразу, две, да? да. Ну там шланги небольшие, поэтому моментально, можно сказать, приходит. Здесь запасные ключи, вот Ага. они, два, и вот третий комплект. Ага. Это у нас автономку можно дистанционно включить, вам предохранительный. Мгм. Это вся инструкция, это две свечи для генератора. Мгм. Они Кстати, там включены. опять зададут вопрос. Категория, какой категории это? Категория Б. Категория Б, потому что до 700 килограмм, да? Потому что мы Здесь тоже. оформили это все уже, Да. на мне это все. Здесь также шкафчики у нас идут. Они с газлифтами. Ой, с газлифтами. Продолжаем. Ага. Окна у нас все с москитной сеткой и притеняющей шторкой. Вот то, что вот мне понравилось, вот новое, да, вот то, что сейчас... Детали мои. Смотрите, вот когда нужно, тебе вот открыто было, взял, все, комары не залетают, мухи не залетают. Ну да. Потом, вот, видишь, на магните взял, его отпустил. Тебе надо, что Солнце не жалюзи, попадало. всё, солнце не попадает, черный. Но хотя воздух будет. А потом там вот это момент, вот еще объясни, вот на 3 Да, положения, там- да, по-моему, да? Да, ну можно сказать, два положения открывается окна. То есть вот первый раз услышали щелчок, Мгм. это вот так вот в таком положении. И второй услышали вот в таком, более открывается. И есть еще домой, когда приехали, все равно какая-то влажность в кемпере остается. Мгм. Вот на сложное. В эти пазы оставили. Здесь микропроветривание.
То есть с той стороны никто его не откроет вроде как Мгм. на замочках сидит. Ну, понятное дело, там кто-то монтировку, если засунет, он Мгм. откроет. Ну, и вот такое полностью. Второе положение, да? Да. Здесь у нас все шкафчики О, такие. готовы, да. Это для ложек, вилок. Ну, а это все пустое для посуды. Они в дороге не открываются, да? Нет, здесь же язычок, видите. Мгм. Вы когда закрываете, он автоматически фиксирует. И туда-сюда вот. не играет, да? Вот он. Мгм. Мгм. Ну и здесь также шкафчик такой глубокий. Мгм. Мгм. Давайте, наверное, санузел покажу. Давай. Интересно, вот. Для всех интересен, какой санузел. Здесь у нас Саша. шкафчик. Ну, я так думаю, сюда полотенце какое-то там положить, вещи сложить, когда душ принимаем. Также окошко с москиткой, то есть с притеняйкой. Blackout, как ее правильно там называют. Это у нас сюда можно туалетную бумагу положить. Почему в таком виде? Чтобы когда душ принимали, это не мочилось все. Ну и отсюда вывести ее. Так, ёршик и биотуалет сам. Он поворачивается, поэтому хотите так, хотите так. И вот так вот смывается. Нажали кнопку и все, смылось. Удерживаем, вода текет. Пока держите кнопку, вот вода будет течь. Много не выливайте тому. Нет, оно же в кассету все. Так, ну и здесь получается у нас дефлектор для автономного. Автономка выходит, чтобы здесь холодный период времени тоже душ подогревался. Ну и здесь мойка такая, ой, раковина, где можно почистить зубы, принять душ. Азамат, Вешалка и люк также после себя там открыть, чтобы никаких запахов не было, либо просушить его полностью. Вот. Здесь где у нас они? гостиная вот такая, где могут разместиться, наверное, 5 человек, двое с этой стороны, двое с этой, и здесь табурет какой-то поставить. Также вот можно наблюдать USB зарядки 220 и с этой стороны. Здесь у нас можно подушки какие-то, спальное положить, одеяло, чтобы не вылетало, вот резиночки такие. Также здесь присутствует люк с плиточкой, с вытяжкой. Ну, естественно, по обе стороны шкафы. Здесь у нас холодильник, который работает от 12 вольт. Он с камерой, ой, с морозильной камерой. Морозит, кстати, хорошо. Ну и магнитола. И вот здесь вот такой шкафчик для вещей, наверное, кому что удобно. По этой стороне у нас вся инженерка. Вот так вот она выглядит. То есть не рабочая по той стороне часть. Ну и стол. Его можно отпустить и сделать большую кровать. Вот одной рукой на себя потянули. И вот эти подушечки, получается, спинки убрали сюда. И вот такая двухспальная кровать получается. Также может собрать и женщина. Здесь также у нас получается теплый воздух, выведена автономка, и здесь по этим сторонам выходит теплый воздух. смотрите, мой рост не 2 метра, но 1,70 м. Я вот так, вот так лежу спокойно. Да, Видишь? вот, чтобы люди понимали, что вдвоем здесь реально не тесно. Не, с тобой я не хочу спать. Нет, мы не... Я просто так, чтобы люди понимали, насколько здесь просторно. Вот, видите? Короче, мы осылай жатасың, короче. Мягко әйелің, бала шағаң, даже втроем можно. С Ну, дочкой. если не крупные, да. С дочкой можно точно. Мгм. И с женой. Вот, спокойно сел. Прям приятно. Вот. Еще здесь вот спинка есть. А здесь, если вот так встать. Так, я встану. О, можно даже вот так достать. Вот так открыть, короче. Удобно. О, как раз ночью встал. Отсюда же, да, открывать? Да. Отсюда, да? Ночью вот так взял, открыл. Мороженое взял. Питер. Закрыл, короче.
Біреулер айтуы мүмкін, не аласың бұны, ойбай, андасында шығасың. Мен бұны, вот, кімге, Сашаға айттым, я буду сдавать это в аренду, по дням. Здесь рекламу будем ставить, кому нужно. Будем рекламировать ваш продукт, свой продукт. Что еще? В общем, обращайтесь. И я говорю всем, Саш, то, что друзья некоторые говорят там, что ты, зачем тебе? А когда я поссорюсь с женой, я сюда лягу и все, короче. Это все так говорят. Когда жена выгонит из дома, я сюда приду жить. Все, есть, короче, своя квартира, все тут есть. Сел, лег, спать, отдыхать. Все есть, короче. Басқа не керек енді? Для полного счастья, да? Нет, что? Да, в центре где-нибудь поставил. В городе. У меня есть, И живешь. у меня есть Starlink, интернет, поставлю. Ну. Все там. Кому что нужно? Будьте с нами, Диги. Ал мына кілттердің көбісін бір жаман жер жатта болу керек. Өйткені әр кілт өзіне бір арналған да. Жауып қоясың. Мен қазір сіздер осы кемпердің дом на колесах жаңағы алып жүретін үй ғой енді былай айтқан кезде. Осының бір кереметтілігін көрсетіп отырмын. Қазір мен Қарасай жайлау демалыс орнында бір аптадай демалдым. Өз үйім. Ақша төлемейсің жататын жеріңе. Тек қана кірген ғана төлесең болды. Тамағын жесең соған төлейсің. Бірақ өзімізде бәрі бар. Газ, банз бәрі бар. Қазір енді осыны бір апта демалып, енді тағы ары қарай жолға шығып бара жатырмын. Қараңызшы достар. Қандай керемет демалыс орын. Осының барлығын былай айтқан кезде өзіңізбен бірге алып жүруге болады үйіңізбен. Әдейі мысалы жазып қойдым Алматы, Нью-Йорк, Москва, Лондон, арғы бетінде Стамбул, тағы бір Мекке деп жазып қойдым. Қазақтың нышандарын жабыстырдым. Егер де алдында роликті көрсеңіздер, ондай наклейкалар жоқ екен. Осы өзіміздің жазулар. Сол мына бетінде достар, қараңыздар, мына бетінде май қазақ вайбс. Яғни қазақ вайбс дегеніміз ол қазақтың рухы, ұлты, тілі. Осыны мен насихаттап жүрмін ғой. Қай жерде жүрсем де, қай жерде болсам да, қазақтың өзінің бір ұлттық коды, қазақтың ұлттық бір нышаны болу керек та. Бізде көп адамдар не тілін білмейді, не дінін білмейді, не салт дәстүрін білмейді. Мен соған қарсымын да. Мен сол көрген жерімде өзім елімді аралап жүріп көрсетемін. Мен мүмкін болашақта осы трейлермен мүмкін шетелге де барамын. Бірақ мен шетелге барсам, әрқашанда өзім еліммен салыстырамын соны. Достар, сол үшін егер де осыны кемпер керек болатын болса, айтыңыздар. Біз осы кемпер жасап отқан адамдармен бірігіп дамыту үстіндеміз. Кейбір нюанстарды жасатамыз. Және де өздеріңізге бір менің арқамда жақсылап тұрып бір жеңілдіктер, скидкалар болады.